Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Поготова Гуля, и со мной, как обычно, в студии Надежда и Елена. Сегодня мы поговорим о женщинах в ре миноре, или женщины 40+, или можно ли обмануть природу. Что же происходит с женщинами 40-45, или, как обычно говорят, с женщины 40+. Вообще, плюс это уже как-то позитивно. Но женщины в этом периоде сталкиваются с какой-то непонятной ситуацией, и они не понимают, в чем дело. В своем организме не могут разобраться, не могут понять, от чего у них плохое настроение, или наоборот, очень веселящее невпопад. Они не понимают, почему они встают усталыми с утра, уже уставшими. И очень много таких непонятных вещей. Что же происходит в организме женщины в этот период? Действительно, этот период у женщины невероятно интересный и вместе с тем невероятно сложный. Потому что 40+ женщина замечает у себя первые морщинки на лице. Ей не так просто уже справиться с лишним весом. Она замечает у себя поседевшие, к сожалению, волосы и замечает изменение настроения. Что-то происходит не совсем позитивное. Ну, я так думаю, что замечает она эту симптоматику еще и раньше, потому что и в 30 лет появляется такая симптоматика. Просто вот в 40 оно становится как-то, в 45 уж очень как-то заметно. И одномоментно на нее. И одномоментно, да, и, наверное, не только ей. Поэтому вот эта фокусировка со стороны женщины, ах, вчера не было, сегодня есть. Вот, наверное, что-то ее наталкивает на вот такую фокусировку. Да, обращает внимание и даже паникует иногда. И мне кажется, что здесь глубина вопроса, это не просто время, это, наверное, какие-то изменения в организме, которые в этот момент приходят. И вот таким вот образом проявляются. А все почему? Потому что дело в гормонах. И с возрастом женщины после 40 постепенно угасает наша репродуктивная функция, которая дирижируется гормонами, эстрогенами, гормоны молодости, нашей красоты, активности. Елена, подождите, вы что-то так начали уже про осень, а я бы хотела сказать про весну, потому что если мы говорим с астрологической точки зрения, астрологический цикл, как вы знаете, как мы все знаем, примерно 30 лет. И вот за 30 лет в организме он как-то цикл проходит, да, и опять наступает новый цикл, и мы заново все переживаем, и нам иногда кажется, что это что-то было, но уже на другом уровне. И все мы помним подростковые угри, подростковые гормональные бури, да, и вот в это время, 40+, опять нас настигает волна этих изменений. Я бы сказала, мы переживаем, женщины 40+ переживают новую весну. Ну, и встречают они ее по-разному. Очень красивое и оптимистичное сравнение «Вторая весна». Но не зря же еще говорят, 40 лет жизнь только начинается. Дети подросли. А помните, у нас даже программа была, мы снимали о том, что очень многие женщины на сегодня становятся поздно родящими, в кавычках, конечно же, мамами. Мы говорили о том, что очень многие как раз решаются на ребенка. После 40, хорошо за после 40, 40, да. И это говорит о том, что репродуктивная функция работает, гормоны в порядке, да и в 21 веке сейчас такие технологии, такая медицина, что все это можно поднастроить, поддержать, и будет наша гармония гормонов звучать так, как нужно. Поэтому не стоит пугаться этих изменений. Только нужно понимать, что эти изменения будут. Рано или поздно они будут. Как были первые прыщи, как были первые морщины, так вот и первые изменения как падает зрение. Мы же не ругаемся, мы же не злимся на то, что со временем мы все одеваем очки. Конечно, мы говорим о том, что мы поменяли имидж, сейчас очки модные. Придали солидности интеллектуальности, образу, да, интеллектуальности и так далее. Но тем не менее, что есть, то есть. И изменения гормонального фона, они тоже есть, они никуда не деваются, они будут. Поэтому их нужно достойно, собственно говоря,
встретить. Встретить и принять. Принять, Да. да. И опять же научиться от этого всего получать удовольствие, от себя такой, да, видеть себя такую прекрасную, с жизненным опытом, да, с какими-то, пусть может, маленькими морщинками, но они хранят следы наших улыбок и хорошего настроения, и стараться беречь себя, более бережно относиться к себе именно в таком деликатном А вот если периоде. говорить о симптоматике, вот все-таки какая чаще всего симптоматика выражается вот в этом измененном гормональном фоне? Ну, Раздражительность. да, вот это Нет? состояние, Раздражительность. когда женщина на грани, Мгм. когда различного вида психологические нарушения и раздражительность, и бессонница, и неадекватная реакция на какие-то стрессовые возбудители, и плаксивость, да, это вот первый... Просто невзначай. Ну да, вот, Просто и вот- совладать с собой зачастую женщина просто не может. И это надо принять и себя за это не ругать, а наоборот дать себе возможность поплакать, расслабиться и очиститься. Вот, то есть плаксивость, раздражительность, Выходит лишняя вода. тревожность. Да, очищаем свой эмоциональный фон. Очищаем свой организм таким Да. образом. Безусловно, если наши эмоции так реагируют и так задействованы, конечно же, включается и сердечно-сосудистая система. Начинает прыгать давление, оно нестабильно, сердцебиение, то есть появляются сердечные симптомы у женщины, на которые тоже стоит обратить внимание. Это если говорить об аспекте женщины на грани. Второе состояние – это потерять лицо. Да, Это и- что значит? Ну, это когда вот появляются морщинки, седые волосы. Все то, о чем Морщины мы появляются в говорили. 30 лет, и седые волосы тоже появляются в 30 лет. Тут, наверное, вопрос даже, наверное, не в том, вот после 30, либо чуть раньше, если появляются морщины и какие-то вопросы, связанные с внешним видом, как-то у женщины достаточно много оптимизма для того, чтобы вот эти незначительные погрешности в своей внешности своевременно, знаете, немножечко скрыть и подчеркнуть достоинство. А тут, наверное, после того, Елена, что вы перечислили, как раз речь идет о том, что у женщины не хватает жизненных сил, энергии и желания даже заниматься своей внешностью, обращаться к специалистам, потому что на сегодняшний день косметология так развита, не говоря уже о наличии огромного количества различных кремов, нельзя сказать чудодейственных, но те, которые видимые даже изменения могут достаточно, знаете, аккуратно уменьшить точно. Вот что-то, наверное, причина все-таки в другом. Ну, все равно, в связи с тем, что уменьшается уровень гормонов, которые отвечают за упругость кожи, ее эластичность, ее, да, блеск, сияние, безусловно, как-то вот кожа начинает терять эту свою функцию, наступает более активное Эндокринная увядание. система, она напрямую связана с нашей кожей. Поэтому кожа не может не реагировать, когда изменения происходят в эндокринной системе. Если есть много всплеск какой-то, там высыпают какие-то угри, да, или прыщи, или там акне, по-другому называется. А если идет наоборот уменьшение там, одних гормонов в сторону других, то появляется действительно немножко другой взгляд у женщины. Да, и, конечно же, что требует дополнительного внимания со стороны женщины и ухода. Одна из самых интересных тем, самых интересных вопросов в жизни акушера-гинеколога – это женщина 40+. Ну, во-первых, потому что таких женщин много. Во-вторых, потому что это женщины, которые, как правило, уже успели что-то, состоялись, реализовались. И это именно тот возраст, когда женщина должна акцептировать вот ту новую тенденцию, которая сейчас идет в мире в аспекте женского здоровья и женской жизни. Это концепция -20. И если женщина в 40 акцептирует эту концепцию, то она как минимум на 20 лет останется в 40, и в 60 останется в 40, и в 80 будет выглядеть и чувствовать себя на 60, а в 100 на 80. Это неплохо. Но что ждет женщину к 40, на что она должна обратить внимание? Прежде всего, может нарушиться цикл.
Может снизиться выносливость, работоспособность, может появиться раздражительность, эмоциональная лобильность. Могут появиться болезненные месячные, более обильные месячные, предменструальные мажущие кровянистые выделения. Я не говорю уже о том, что к этому возрасту снижается способность к репродукции, к этому возрасту появляются какие-то соматические заболевания, может быть уже и повышение артериального давления, и прибавка массы тела. К этому возрасту бывает уже миома матки, к этому возрасту бывает эндометриоз, к этому возрасту бывают проблемы с шейкой матки, поэтому к этому возрасту женщина уже приходит с определенным грузом каких-то своих проблем, которые надо вовремя выявить, правильно вылечить и дальше правильно поддерживать. Да, я забыла о проблеме молочной железы, которая тоже к этому возрасту становится особенно острой. И именно с этого возраста женщина должна проводить маммографию для того, чтобы вовремя выявить не только доброкачественную, но и, боже упаси, злокачественную патологию молочной железы. Если говорить конкретно о менопаузе, то менопауза – это дата последних месячных. Устанавливается этот термин ретроспективно, через год после последних месячных. И если год у женщины не было менструально подобных кровянистых выделений, то мы говорим, что у женщины наступила менопауза, и через год начинается уже постменопаузальный период. Как правило, это возраст 50-55 лет. В Украине этот возраст составляет по разным регионам от 48 до 48,5 лет. Ну, ранняя менопауза в нашей стране имеет место быть. Что касается клинических проявлений предменопаузальных нарушений, то есть то, что мы называем климактерическим синдромом. Климактерический синдром – это эмоциональная лобильность, плаксивость, раздражительность, плохой сон, ну и вот те классические приливы, о которых все хорошо знают, которых все боятся, которые были у мамы, у бабушки, у прабабушки, все пережили, и я, наверное, переживу, говорит каждая женщина. И вот можно ли с этим что-то делать? С этим делать не только можно, но и нужно, потому что на сегодняшний день есть исследования, которые показывают, что во время прилива нарушается кровоснабжение в гиппокампе. Гиппокамп – это такая часть в мозге, которая отвечает за память и интеллект. То есть женщины, у которых часто и много приливов, они рискуют иметь в более раннем возрасте и более выраженные нарушения памяти, способности к мышлению, способности к обучению и, в общем-то, все, что присуще интеллектуальной жизни женщины. И поэтому для этого есть множество возможностей. Есть возможности немедикаментозные, есть возможности медикаментозные. Что касается немедикаментозных, это физическая активность, это плавание, это прогулки на свежем воздухе, это общение с животными, это положительные эмоции, это театры, концерты, любовь и все такое. И что еще неприятно, дорогие мои, это то, что женщины начинают быстро набирать лишний вес. Это еще один симптом, это еще одна причина вот таких проявлений. Имеется в виду проявления, которые испытывает женщина в 40+, тогда, когда у нее избыточный вес. То есть женщина, по сравнению с женщинами без избыточного веса, женщины с избыточным весом проявления гормональной перестройки ощущают на себе более реактивно. Значит, ей важно следить за своим весом и правильно обустроить и свое питание, и активность, правда? Ну, и наверняка есть какие-то советы, которые помогут женщине самостоятельно, вот на первых этапах, что называется, справиться с этим. Чтобы не упустить, когда, обратившись к врачу, это будет уже некая, знаете, запущенная форма. Я думаю, что здесь не только врач, женский врач придет на помощь. Я так думаю, что здесь и кардиолог будет совсем не лишним, потому что наша сердечно-сосудистая система с возрастом тоже уязвима, да? Совершенно верно, уязвима. Особенно в этом состоянии. В этом состоянии, да. И чтобы каким-то образом избежать неприятностей с артериальным давлением,
с работой сердца, ну не будем называть разные терминологии медицинские, все-таки нужно обратиться еще и к врачу-кардиологу, пройти и этот осмотр. Ну, а, например, принимать какие-то специальные витаминные комплексы, либо наладить правильное питание. Окажет ли какой-то эффект, либо это бессмысленно? Я думаю, что здоровое питание, о котором модно сейчас говорить, все-таки вошло в нашу жизнь как нормальное питание, нормальный образ жизни. И здоровый образ жизни, нормальный образ жизни. Поэтому, конечно, окажет. Тогда, когда мы из рациона убираем лишнее, то, что мы потребляем, а на самом деле потреблять нужно все подряд, просто не в таких количествах. У меня есть знакомая, которая говорит, я хочу похудеть, я никак не могу. Я говорю, странно, говорит, я ничего не ем. Я говорю, странно. Ну давай так, говорю, давай напишем на бумажечке, на вот листочке бумаги, что ты ешь с самого утра. Мы остановились на 10 часах утра, потому что я говорю, стоп, это уже все. То есть до 10 утра она уже съела свою норму? До 10 утра она уже переела свою, да. Но если человек до 10 утра каждый день съедает плитку шоколада. То есть это какие-то перекусы, которые идут не на пользу, а накапливаются в виде жировых отложений? Ну да, жировые отложения. Ну, с одной стороны, все-таки жировые отложения – это источник эстрогена. А с другой да, и стороны, упругость кожи, упругость как бы, конечно. кожи, да. А с другой стороны, это источник проблем. И даже лишний вес – это нагрузка на кости, да, которые тоже уязвимы в таком периоде, они теряют кальций, становятся более хрупкие. И мы когда рассказывали в нашей программе об остеопорозе. Поэтому лишний вес в данном случае еще и фактор риска к каким-то проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Опорно-двигательным аппаратом, да. И вот, наверное, одна из проблем, которая явно проявляется тогда, когда женщина не нагружает себя никакими нагрузками, все-таки страдать начинают суставы. А почему? Ну, потому что есть явно лишний вес. Поэтому на вопрос, отрегулируется ли это питанием, можно ли это отрегулировать питанием, однозначно ответ – да, можно. Правильное питание. Действительно, кроме контроля своего веса, вот знаете, чтобы это было действительно и достаточно для того, чтобы кожа выглядела упругой, достаточно, и в жировой прослойке, в которой вырабатываются эстрогены, было достаточное количество для того, чтобы женщина себя чувствовала комфортно. Безусловно, есть огромное количество фитопрепаратов, которые на сегодняшний день имеют статус безрецептурных, которые можно даже в самой начальной стадии приобрести без назначения врача. Фитопрепараты, которые так и рекомендуются для женщин в возрасте 35, 40 и чуть старше. Ну, это нужно фитоэстрогены с витаминами, которые необходимы женщине в этот период. Да, то есть женщина нуждается в дополнительных и витаминных комплексах, и минералах, и каких-то экстрактах растений. Есть гомеопатические различные препараты, которые вот как помощь, они, конечно, действуют длительно, но все равно поддерживают наш организм и помогают пережить этот возраст, вторую весну нашу. Лен, если говорить о длительности, то тут нашим зрительницам нужно помнить о том, что они не так быстро подействуют, не будет эффекта от первого дня приема. Не будет эффекта даже от месяца приема. Даже от месяца приема. И даже там 2-3 месяца лучше, конечно же, продолжить для того, чтобы, знаете, курс был достаточно длительным. И многие врачи рекомендуют, кстати, фитопрепараты принимать в этом возрасте постоянно. И мы говорили много о том, что возникает у женщины раздражительность и плаксивость. Пожалуйста, есть витаминные комплексы с магнием. Успокаивающие различного вида, да? Успокаивающие, опять-таки растительного происхождения. Витамины группы В, кальция, о котором мы уже говорили, да, и в комплексе с минералами, которые действительно улучшат состояние костей. Так что, мне кажется, тут просто женщине в этом возрасте нужно более, знаете, тщательно подходить и к своему рациону питания, и к тому, что она принимает дополнительно. Что касается о лечебных программах,
иногда спрашивают, можно ли использовать и гормональные, и негормональные препараты. В зависимости от того, какие это препараты. Если не гормональными препаратами являются препараты витамина D, препараты кальция, витаминные препараты, то тогда их можно комбинировать с гормональной терапией. Если это фитоэстрогены, то фитоэстрогены, как правило, назначают до того, как назначить гормональную терапию. То есть еще в периоде вот именно 40+. Тогда мы назначаем поливитаминные комплексы и фитоэстрогены. И если этого достаточно, какой-то определенный период времени женщины принимают именно эту терапию, плюс тот образ жизни, о котором я говорила. А уже дальше, если мы не получаем эффект от негормональной терапии, мы назначаем гормональную. О целесообразности сочетания фитоэстрогенов и заместительной терапии я не вижу. Что касается витаминных, то естественно да. Вопрос женщина 40+ и роды. Это важный, интересный, нужный вопрос, который требует очень внимательного отношения. Полезно ли рожать после 40? С точки зрения социальной, да. Потому что женщина чувствует себя молодой, женщина чувствует себя востребованной, старшие дети выросли, родили младших детей, и существует мнение, что это омолаживает организм, что беременность – это позитивное влияние. Да, это мнение имеет под собой основание. Но мы должны совершенно четко помнить, что риски тяжелых гистозов, риски инфаркта во время беременности, риски гипертонии беременности, риски сахарного диабета при беременности, риски невынашивания, риски преждевременных родов больше у женщин после 35 лет, чем у женщин до 35 лет, и катастрофически возрастают в возрасте старше 45 лет. Поэтому однозначного ответа, хорошо рожать после 40 лет или нет, такого ответа нет. Да, рожать всегда хорошо, дети всегда хорошо, но женщина, которая носит беременность в возрасте 40 лет и старше, должна ответственно относиться к своему здоровью и быть под наблюдением, тщательным наблюдением грамотного специалиста. Что можно посоветовать женщинам в 40 лет для того, чтобы акцептировать вот эту пресловутую концепцию -20? Я всегда говорю, женщина в любом возрасте для того, чтобы быть здоровой, должна запомнить 2 правила. Для того, чтобы быть здоровой, женщина не должна иметь избыточной массы тела, и женщина должна быть спокойна. Она не должна позволять себе негативных эмоций. Она не должна позволять себе злости, зависти, раздражения, недовольства. Она должна учиться чувствовать счастье каждый день. Это называется гигиеной жизни в стрессогенной среде, ибо стрессогенную среду мы никуда не денем, нам надо учиться быть в ней счастливыми. Что касается более таких банальных, приземленных рекомендаций, это достаточная физическая активность. Много не надо. К этому возрасту лучше пилатес, лучше йога. Даже в зале должны быть уже больше растяжки, больше такие какие-то занятия, которые не несут выраженной нагрузки. Хотя каждая женщина ищет для себя свое, главное, это должно быть в радость. Что касается медикаментозного сопровождения, к этому возрасту мы приходим, я уже говорила, с определенным грузом проблем. И точно так же, как мы где-то, кто-то в 40, кто-то в 45, кто-то в 50 одевает очки. И не льстить себя надеждой в том, что вот я их поношу месяц, а потом я их сниму и опять буду видеть хорошо. Точно так же с возрастом, для того, чтобы поддерживать свое здоровье, женщина должна что-то принимать. Мы начинаем что-то принимать. Сначала какие-то витаминные комплексы, потом фитоэстрогены, потом, может быть, гормональную терапию, обязательно кальций, обязательно витамин D, обязательно фолиевую кислоту в определенных адекватных дозах. И это обеспечит вместе со здоровым образом жизни и правильным к ней отношением действительно здоровье и хорошую, продуктивную, я не хочу сказать старость, но зрелость точно. Отдельно хочу коснуться вопроса алкоголя. Можно или нельзя? Такого однозначного ответа нету. Все можно, но в меру. Но вы, наверное, замечали, что тот бокал вина, который выпивается в 20 лет, совсем по-другому дает эффект, а
в 45. То есть, недавно я слышала интервью знаменитой Джейн Фонда, которой, по-моему, 85 лет уже. Она прекрасно выглядит, и она сказала такую фразу, что я алкоголь вообще не употребляю, потому что если я вечером выпью полбокала вина, утром я буду в хлам. Это дословно, в хлам. То есть на лице отразится все. Не только на лице, я так думаю, на И вот всем. эта усталость, о которой мы говорили, да, разбитость и нежелание вставать из постели. Поэтому очень осторожно, очень дозированно прием алкоголя. То есть, получается, приходит такой возраст, да, вторая весна, как мы сказали, когда женщине стоит действительно полюбить себя. И очень ответственно и внимательно относиться и к тому, что ты ешь, и тому, что ты пьешь, да, позаботиться о дополнительных витаминных препаратах, об отдыхе. И я бы сказала, да, совершенно верно, Елена, и от того, как мы отдыхаем. Вернее, как отдыхать в этом периоде. Нормальный сон человека длится примерно 9 часов. Надо думать о том, что если вы ложитесь в 12, то в 9 встать – это большая роскошь, потому что в 9 надо уже быть на работе. Да, в этом возрасте женщины еще и активно работающие. А люди. еще надо суметь заснуть и не проснуться среди ночи. Да. Вот просто так, да, потому что бессонница К это сожалению. то, что стрессы. И стрессы это проявление, вернее, бессонница это проявление стрессов на работе и в жизни. Поэтому одним из главных условий для такого плавного, комфортного переживания этого периода это избегание или держание баланса в реакции в стрессогенной ситуации. То Ну, есть стресса вокруг очень учиться много. адекватно реагировать, да? Ну, учиться, я не даже не знаю, как увлекаться. адекватно. Адекватно это, наверное, неправильно, потому что адекватно это значит сразу пойдет реакция. А вот учиться реагировать спокойно, наверное, уже с опытом жизни. Переключаться на какие-то другие Переключаться на вопросы. какие-то другие вопросы. Да, Даже и вот не этот реагировать. простой прием посчитать до 3 не спеша, да? Когда Раз. через вдох Да, и да, выдох да, да. посчитала до 3, и тогда не так быстро происходит вот эта реакция, она не замыкается, то, что называется, да, вот этот гормональный всплеск не происходит резко. Так же, как у природы нет плохой погоды, в жизни женщины нет плохих периодов. Просто нужно быть хорошо подготовленным для того, чтобы этот период прошел быстро, комфортно и удобно. Будьте заботливы к себе и внимательны к другим.